Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, дорогие друзья. Поздравляю всех с Новым годом, мусульманским Новым годом. И первый месяц мусульманского календаря – это месяц Мухаррам. Мухаррам является одним из запретных месяцев, месяцев харама называют их. То есть в эти месяца они отделяются от других месяцев, 12 месяцев. В этот месяц каждое доброе дело, которое мы сеем в книге наших деяний, оно дает еще больше своих плодов, и каждое плохое дело, то есть грех, ошибка, прегрешение, оно тоже дает еще больше горести и печали в виде своих плодов. Поэтому давайте, дорогие друзья, в этот месяц постараемся как можно больше отдалиться от плохого и приблизиться к благому. И изюминкой этого месяца является день Ашура, 10-й день месяца Мухаррам. Когда пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, переселился в город Медина, он увидел, что евреи, они выделяли этот день поклонением, постом, и он спросил, в чем причина этого. На что они ответили: поистине в этот день Аллах Та'аля не спасал очень много милости для своих рабов, и в частности он спас Моисея от гнета Фирауна, Моисея и его народ, то есть евреев. На что пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сказал: «Нахну ахакку илейхи». Поистине мы тоже достойны этого дня, и мы тоже выделяем этот день поклонением. И говорит пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в виде наставления для своих учеников: выделяйте этот день, день Ашура, постом. И пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, советовал также 9-й день, в других риваятах и 11-й день, то есть 3 дня, 9, 10 и 11 дни Мухаррама выделять постом и таким образом приближаться к милости Творца, таким образом увеличивать благость в нашей жизни. Поистине Всевышний Аллах Та'аля любит, когда мы совершаем благие дела. Аллах Та'аля дает нам огромное количество своей милости, открывает нам пути. Поэтому, если вы хотите приблизиться к довольству Творца, чтобы Аллах Та'аля открыл вам милость свою. И также еще в хадисе говорится: если вы искренне держали пост ради довольства Творца, если вы делали поклонение, выполняли благие деяния в этот день, то Аллах Та'аля дарует огромную милость, такую, что прощается этому человеку грехи, которые он совершил в предыдущем году. И даже в некоторых риваятах описывается, что в предыдущий год и следующий год прощаются его грехи и прегрешения. Поэтому давайте используем эту возможность для того, чтобы приблизиться к довольству Всевышнего Аллаха Та'аля, увеличить свои блага, уменьшить грехи и быть счастливыми как в этом мире, так и в следующем. Иншаллах. Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.